Доброе утро, дорогие телезрители! Сейчас очень актуален вопрос приобретения жилья с использованием банковских средств, в народе известного как ипотека. Что же такое ипотека? Ипотека – это залог недвижимого имущества, который возникает, когда оплата цены жилья как по договору купли-продажи, так и по договору долевого участия частично либо полностью осуществляется с использованием банковских средств. В таком случае залог на недвижимое имущество будет возникать в пользу банка, с которым заключен кредитный договор. Для регистрации сделки с таким способом оплаты необходимо дополнительно к основному пакету документов предоставить кредитный договор. В случае, если была составлена закладная, то необходимо предоставить закладную, отчет об оценке, и в обязательном порядке необходимо написать заявление на регистрацию ипотеки в силу закона. Обращаем ваше внимание, когда обязательства по кредитному договору полностью исполнены, то необходимо снять залог с недвижимого имущества для дальнейшей беспрепятственной реализации вашего имущества. Для этого необходимо написать заявление на снятие ипотеки. Такое заявление может быть подано собственником с предъявлением закладной, имеющей отметку о полном исполнении обязательств. Напоминаю, что по справке с банка о полном выполнении обязательств обременение, к сожалению, не снимается. Либо же может заявление на ипотеку в силу закона, на снятие ипотеки в силу закона написать банк в лице своего представителя. Государственная пошлина на регистрацию ипотеки в силу закона, так и на ее снятие не взимается. У многих возникает вопрос, можно ли распорядиться имуществом с непогашенной ипотекой. Да, можно реализовать такое имущество, однако необходимо предоставить согласие банка на совершение сделки. Государственная пошлина за регистрацию обременений в виде ипотеки в силу закона, так и на ее снятие не взимается. Если объект недвижимости находится за пределами Республики Саха-Якутия, то документы на регистрацию сделки с таким недвижимым имуществом необходимо подать напрямую в уполномоченном органе, это в управлении Росреестра. Более подробную информацию о порядке предоставления услуг вы можете найти на нашем сайте по адресу www.mpcsakha.ru. Также можете получить устную консультацию о порядке предоставления услуг во всех офисах центра «Мои документы», либо позвонив в наш колл-центр по номеру телефона 8 800 100 ровно 22 16. На этом у меня все. Желаю всем продуктивного дня.